Вы смотрите «Итоги дня», в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. В начале коротко о темах. В Якутске активно застраивается новый микрорайон «Спортивный». Уже сейчас там возводятся важные социальные объекты, среди которых современный детский сад. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт улицы Аюнского. Сейчас работы ведутся на отрезке от Дежнева до Каландрашвили. В Нерюнгри действует социальный проект «Наш двор», обеспечивающий досуг школьников разных возрастов. Какие мероприятия проводятся и в чем секрет его многолетнего успеха? На площади Республики в Якутске музыка и подсветка фонтана теперь будут радовать горожан по будням. В какое время можно насладиться сочетанием музыки и света? Узнаем подробности. В Монголии завершился чемпионат мира по масс-рестлингу, где сборная Якутии показала феноменальный результат, собрав целую россыпь наград. Глава Якутии Ася Николаев провел совещание по подготовке региона к отопительному сезону на 2025-2026 годы. Он проверил ход работ в районах республики и дал ряд поручений по подготовке ЖКХ, предприятий ТЭК, жилого фонда и социальных объектов, а также по завозу топлива. Он также подчеркнул важность своевременного и качественного выполнения работ, несмотря на трудности с финансированием. В настоящее время готовность котельных составляет 46%, тепловых сетей 49%. Активно ведется завоз топлива в труднодоступные районы. Доставлено уже 26% от запланированного объема. С начала этого года в Якутии введено в эксплуатацию 400 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 88,5% от показателя за аналогичный период прошлого года. Из общего объема 96 тысяч квадратных метров приходится на многоквартирные дома, а 303 тысячи на индивидуальное жилищное строительство. План на текущий год – 690 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Якутии в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» до конца этого года завершится строительство 6 объектов образования. В их числе школа номер 1 на 253 учащихся в Якутске, школы на 60 мест в поселке Заречный Алекминского района и селе Учуге Аймеконского улуса, детский сад на 100 мест в селе Бульгунахтах Ангаласского улуса, а также адаптивный образовательный комплекс, включающий интернат на 150 мест и детский сад на 200 мест. Кроме того, в городе Мирный откроется дворец детства, центр дополнительного образования детей. Продолжается строительство социальных объектов на территории будущего микрорайона «Спортивный» в Якутске. В числе возводимых зданий детский сад, рассчитанный на 240 мест. Он строится на перекрестке улиц Жарницкого и Пионерская. Подробнее в сюжете далее. С раннего утра и до позднего вечера на объекте трудятся порядка 50 человек и 2 единиц крупногабаритной техники. Строительная готовность на сегодняшний день составляет более 70%. Общая площадь объекта составляет 3500 квадратных метров. Завершены монолитные работы, каменные работы. Сейчас ведутся работы по чистовой отделке, в смысле в этом укладка керамогранита. Ведутся работы по благоустройству, то есть монтируем бордюры, укладываем бордюры, монтаж детских площадок. На чистовую отделку хотим выходить. Помимо этого на территории возводится детская площадка, где ранее располагались старые уличные туалеты. На этом месте были проведены работы по удалению грунта, дезинфекции котлована и подсыпка новым грунтом толщиной в 2 метра. Спортплощадка имеет основание монолитной железобетонной плиты и спортивного покрытия Master Fiber. Таким образом, доступ к прежнему грунту исключен абсолютно.
является полностью безопасной и ответствует всем санитарным и другим требованиям. В новом детском саду будут располагаться соляная комната, большая столовая и помещение для дополнительных групп. Ну а пока строительные работы идут в штатном режиме. Рабочей силой и строительными материалами подрядчики обеспечены в полном объеме. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце текущего года. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутии за прошедшие сутки обнаружено 5 новых лесных пожаров и ликвидировано 10. На сегодняшний день в республике действует 48 очагов, большая часть из которых находится в зоне контроля. На тушение привлечено 262 человека. С начала сезона в Якутии ликвидировано 449 лесных пожаров. Установлено 65 виновников возгораний, составлены протоколы за нарушение правил пожарной безопасности. Оперативность тушения составляет 62%. Напоминаю, что указом главы с 5 июня на территории республики действует особый противопожарный режим. Также режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать на территории Верхоянского района. Всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 303 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади 157 583 гектара. Так, в Якутии благополучно пройдены 2/3 пожароопасного сезона. Впервые за 10 лет в республике не вводился режим ЧС регионального уровня в связи с лесными пожарами. Как сообщил руководитель Департамента охраны, защиты и воспроизводства лесов Минэкологии Якутии Николай Никитин, этому способствовали обильные осадки на большей части территории, а также увеличение финансирования на борьбу с пожарами. Несмотря на общую благоприятную обстановку, на утро 4 августа в Якутии действует 48 лесных пожаров на площади 82 тысячи гектаров. В Якутии с 1 августа произведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Как сообщила управляющая отделением Социального фонда России по Якутии Марина Герман, индексация для этой категории граждан проводится ежегодно в начале года. В этом году она прошла с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями за прошлый год. Прибавка к пенсии зависит от суммы взносов, но ограничена 3 пенсионными баллами, стоимость каждого из которых составляет 145 рублей. Перерасчет коснулся около 94 тысяч работающих пенсионеров республики. В Якутии оказывается поддержка детям участников СВО. Министерство образования предоставляет 11 различных мер, включая организацию летнего отдыха и оздоровления. В этом году планируется охватить 2733 ребенка, что превышает показатель прошлого года, когда поддержка была оказана 2300 детям. Основная часть проведет лето в муниципальных лагерях республики. Дополнительно 200 детей смогут отдохнуть в государственных лагерях, а 560 ребят отправятся в Приморский край. По состоянию на текущий момент в различных детских учреждениях уже прошли оздоровление 2792 ребенка. На сегодня в детских лагерях Республики Саха-Якутия всего прошли отдых и оздоровление 2792 ребенка. В том числе по госуслуге получили путевки 1042 детей. За пределами республики с июня по июль 424 ребенка оздоровлены в оздоровительном лагере «Алые паруса» Приморского края. В августе месяце планируется выезд 136 детей в эти лагеря. В Нерюнгри продолжается масштабный ремонт дорог в 4 городах Якутии. В этом году активно реализуется национальный проект под названием «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день ведутся работы по улице Кравченко. Здесь запланировано сплошное асфальтирование и обновление тротуаров. Завершен ремонт по улице Южно-Якутская. В этом году будут благоустроены дворовые территории, а это асфальтирование проезжей части, тротуаров, укладка бордюрного камня, а также установка скамеек и урн. В целях поддержания внутриквартальных проездов в нормативном состоянии на сегодняшний день выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 4800 квадратных метров, а также по карточному ремонту асфальтобетонного покрытия площадью 10 340 квадратных метров. На сегодняшний день на стадии размещения находится аукционная документация по благоустройству дворовых территорий по проспекту Дружбы народов и по улице Карла Маркса.
В Якутске продолжается капитальный ремонт улицы Аюнского в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент работы ведутся на участке от Дежнева до Каландрашвили. О сроках проведения и плане работ в сюжете далее. Улица Аюнского является одной из ключевых транспортной схем Якутска. Работы на данном участке начались в апреле текущего года. Сегодня здесь ведется подготовка и укладка дорожного полотна. Если смотреть со стороны Дежнева, получается, вот с правой стороны от Дежнева до Каландрашвили видно, сколько ложили. И вот сейчас получается основание готово по левой стороне. И вот параллельно асфальт. Работы на этом участке планируют завершить в текущем году. Они включают устройство наружного освещения, пешеходных и велосипедных дорожек, системы водоотведения и укладку двухслойного асфальтового покрытия толщиной 20 сантиметров. Нет никаких сложностей. Работы идут своим ходом, согласно календарному графику. Все то же самое, как и в других объектах. У нас то, что новое, вот это мост. То есть покрытие моста. Мы основания там сами не делаем, там уже по существующим. Все работы по улице Аюнского будут завершены до 30 ноября 2027 года. Капитальный ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Всего в 2025 году в Якутске реализуется 11 объектов улично-дорожной сети. Их общая протяженность составляет свыше 15 километров. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. За 10 лет ПТВС заменит на пластик распределительные трубопроводы горячего водоснабжения в Мирном. Сегодня в ведении ПТВС находится только 28% городских труб. Подробности у наших коллег. ПТВС обновит весомую часть Мирнинского водопровода через 8-10 лет. Это повлияет на качество воды в домах горожан. В этом году они подняли вопрос о цвете горячей воды на форуме «Хозактив». За следующий вопрос проголосовали 32% от прошедших опрос. Можно ли сделать так, чтобы из-под крана в домах Мирного шла чистая питьевая вода? А давайте я тут добавлю, в случае с горячей хотя бы прозрачная. Сегодня в ведении ПТВС находится только 28% городских труб. Почти столько же вовсе не имеют владельца, поэтому сейчас мэрия ставит бесхозные сети на баланс. Только так их получится обновить. Горячее водоснабжение, сети очень старые. А с учетом того, что они стальные, качество иногда оставляет желать лучшего. Но мы над этим работаем. Потребители, когда обращаются, мы проводим работы, промываем сети, планомерно меняем сети на пластиковые. Мирнинские сети водоснабжения ПТВС обновляет последние 6 лет. Ежегодно под замену идут 4,5 километра труб. Сегодня на долговечный пластик поменяли четверть сетей ПТВС. В предприятии уверяют, с каждым годом качество воды в домах мирнинцев будет улучшаться. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий всех владельцев земельных участков, независимо от их категории и назначения, бороться с борщевиком сосновского и другими инвазивными растениями, не характерными для данного региона. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Ранее подобные требования предъявлялись только к сельхозземлям. Новые поправки устраняют этот правовой пробел и возлагают ответственность за уничтожение вредных растений на всех собственников, арендаторов и пользователей земельных участков. Якутское региональное отделение партии «Единая Россия» с 8 по 14 августа запустит благотворительную акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных. Жители Якутской и районов республики смогут помочь животным, оказавшимся в трудной ситуации. Акция направлена не только на поддержку бездомных питомцев, но и на привлечение внимания общества к этой проблеме, воспитание ответственности и сострадания. Коробки или пункты для сбора кормов для животных у нас располагаются во всех структурных подразделениях Сахатранснефтегаз, на втором этаже мэрии города Якутска и на 4-м этаже общественного центра, штаб общественной поддержки. А ежегодно мы собираем достаточно большое количество различных медицинских материалов и кормов. 16 августа отвозим на Очеченко в приют, в собачий приют.
В Якутске завершил работу летний лагерь «Серебряные каникулы» для старшего поколения. Смена сила Туймады собрала 110 участников из 22 районов республики и города Якутска. Лагерь проводится в рамках региональной программы «Вместе к активному долголетию 55+», которая является частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Программа смены включала разнообразные занятия, вокал, психологические тренинги, экскурсии, тематические дни. Особый интерес вызвали спортивный праздник «Веселые старты», мероприятие «Мы, дети СССР» и конкурс талантов «Зажги свою звезду». В Нерюнгринском районе уже 2 десятилетия успешно реализуется социальный проект «Наш двор», обеспечивающий досуг школьников разных возрастов. Проект действует под руководством Управления социальной и молодежной политики районной администрации. О работе проекта подробнее расскажут наши коллеги из Нерюнгри. В будние дни, когда родители на работе, заботу о досуге детей берут на себя волонтеры нашего двора. Они выходят на улицы города, чтобы организовать веселый и полезный отдых местной детворы. Наша деятельность – это все-таки про бескорыстную, безвозмездную работу. Поэтому возраст детей, самый младший, например, вот со своими сестрами, братьями приходят и остаются 6 лет, вот самый-самый маленький, вот, который был, это 6 лет. И сейчас ей 8 лет в этом году, и она суперзвезда. Она очень четко говорит, то есть была стесняшка, а сейчас вообще звезда. Тысячи детей прошли через проект за 20 лет его работы. Одни как зрители и участники, другие как организаторы и заводилы. Уже 5 лет посвящает всю себя проекту «Наш двор» Екатерина Комар, взрослея и развиваясь вместе с ним. Мы проводим различные игровые программы, такие как квесты, эстафеты, различные конкурсы. По большей части у нас работает импровизация. Кто-то придумывает свои игры, где-то у нас уже есть большие папки с играми, которые давно писали. А также происходит такое, что вот прямо здесь и сейчас мы придумываем новую игру. Независимо от возраста, ребята с удовольствием собираются вместе, чтобы принять участие в общих развлечениях и играх. Мне очень нравится тут коллектив. Он очень добрый, очень хороший и всегда может поддержать вас. Я пришла сюда ради общения, вот, чтобы помогать другим. Я вообще люблю помогать другим очень сильно. Мне нравится сделать так, чтобы детям осталось какое-нибудь воспоминание о нашем волонтерстве, вот, чтобы они были счастливы. Я выполняю роль волонтера, и мне нравится в нашем дворе коллектив и эмоции. Мы проводим почти каждый раз тренинги. Мы выходим на площадки и делаем запоминающиеся моменты для детей. Основная работа социального проекта официально ведется во время летних каникул. Но, как показывает практика, вожатые нашего двора не прекращают свою деятельность и с началом учебного года, продолжая активное участие в общественной жизни района в различных массовых мероприятиях на правах волонтеров. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В администрации Ленска обсудили участие города в республиканском конкурсе формирования современной городской среды. В связи с подготовкой к республиканскому цеху ЛАНХО, который пройдет в Ленске в 2027 году, предложено создать сквер на перекрестке улиц Якутская-Нюйская. Центральным элементом сквера станет арт-объект в виде чорона, символа якутского гостеприимства. Стоимость проекта оценивается в 30 миллионов рублей. Инициативу единогласно поддержали участники совещания, обсудив перспективы реализации и финансирования и важность бережного отношения к объектам благоустройства. Напомним, ранее ленчане в рамках онлайн-голосования по федеральному проекту формирования комфортной городской среды выбрали проект развития пешеходной зоны улицы Аюнского. Была уже разработана смета по содержанию данных территорий, чтобы отдать на специализированные организации. Пытаемся привлечь трудовые бригады, пытаемся путем штрафников, да, так называемых. Ну, то есть они должны отработать, да, определенное количество времени. Прорабатываем вопрос, что на следующий год либо это будет муниципальное задание, либо же это будет отдано на откуп специализированной организации с финансированием.
Музыку и подсветку фонтана на площади Республики будут включать в будни по вечерам с 8:30 до 9 часов вечера. В остальное время фонтан будет работать без дополнительных эффектов. По средам до полудня фонтан будет отключен для проведения плановых очистных работ. Ограждение вокруг фонтана пока сохранится как минимум до конца августа. Осенью до первых заморозков поющие и танцующие режимы будут включать днем в рамках республиканских мероприятий и по запросам учреждений. В селе Чапаево Хангаласского улуса пройдет первый форум выпускников Малой академии наук Якутии и форума «Ленский край» с 9 по 11 августа. В мероприятии примут участие нынешние и бывшие ученики-преподаватели, наставники, эксперты и представители партнерских организаций. Главная цель форума – развитие сообщества выпускников, поддержка детей и молодежи, расширение их карьерных и образовательных возможностей. Участники обсудят программы наставничества для школьников, перспективы развития и сотрудничества. Важной задачей станет создание базы данных выпускников и разработка предложений по развитию программ наставничества с привлечением опытных специалистов. В детском оздоровительном лагере «Энергетик» проходит второй этап подготовки якутской команды к всероссийскому военно-тактическому турниру «Путь воина». С 4 по 15 августа участники проходят интенсивные тренировки по основным дисциплинам: передвижение на поле боя, разминирование, стрельба, преодоление полосы препятствий, оказание первой помощи. С командой также работают спортивные психологи. Следующий этап подготовки – выездные сборы в Волгоградской области с 16 по 28 августа, где пройдут тренировки в условиях, приближенных к соревновательным, и акклиматизация участников. В Монголии завершился 7-й чемпионат мира по масс-рестлингу среди мужчин и женщин. Турнир стал триумфальным для сборной Якутии. Наши спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты, завоевав в общей сложности 12 медалей. Подробности в следующем материале. Масс-рестлинг – это всегда очень зрелищно. И с каждым годом к перетягиванию палки на помосте присоединяется все больше людей в разных странах. В этом году чемпионат мира в Монголии собрал невероятное количество маджинов. За медали боролось почти 200 участников из 33 стран. Но я рад, что такой большой состав, большой делегации приехали. Тем более, вот последние 5 лет такой много стран не собирался на чемпионат мира. Поэтому очень качественный турнир стал. Турнир прошел. Первый же день соревнований принес сборной Якутии победы. По итогу чемпионата мира по масс-рестлингу наши ребята увезли домой 12 медалей. 8 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Это был чемпионат мира. Чемпионат мира – это всегда непросто. Прошел для меня достаточно тяжело. Среди моих учеников 4 призера чемпионата мира. И то, что у меня, их тренера, нет медали чемпионата, меня расстраивало. Но теперь мечта сбылась. Не обошлось и без рекордов. Татьяна Баешева оформила золотой хэт-трик, выиграв чемпионат мира 3 года подряд. Равных ей не было и на первенстве страны, а также на играх Манчары. После игр Манчары не было понимания, что поеду на чемпионат, но за пару недель получила допуск, приехала и выиграла. Конкуренция увеличилась для многих, но мне жаль, что не было сильных спортсменок из Киргизии, а так подтянули соперницы из Монголии. Этот чемпионат многим запомнится и нововведениями. Например, все участники жили в юртах. Схватки проходили и на улице, и в зале. А судейство использовало систему ВАР, как в футболе, когда в спорной ситуации сразу можно посмотреть все детали по видеоповтору. Система ВАР в этом году нововведение, потому что в прошлом году очень сложно было камера. И в этом году у нас ВАР очень на пятерку работала. 2 протеста только вошло, и мы быстро этот вопрос решили. Чемпионат удался, и организаторы уже начинают планировать новый турнир. Где соберутся лучшие маджины планеты в следующий раз, станет известно на Конгрессе Международной Федерации масс-рестлинга.
Максим Кардозу, Айтал Байтунов, Джоустан Сергеев, Аймак Архангай, Монголия. Таким этот день увидели наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.